когда я эмегет купила, приобрела, я, значит, выложила все и говорю: дорогой мой, дай-ка быстро, чтобы мы продали хотя бы сколько-то. Ну, естественно, больше, говорю я. И на следующий день у меня выкупили 23 сертификата за 70 тысяч рублей. Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях Амая. Она расскажет нам, как она познакомилась с шаманом Охтох Туганит и как приобрела свой амулет. Здравствуйте, меня зовут Амая. Это имя мне дал Охтох Туганит. Эта история очень длинная. То, что мы познакомились. Во-первых, ко мне очень много лет на лечение ходит Чагалгана. Она была раньше Клары Поповой. Да? Потом, значит, она пришла ко мне как-то на лечение, и я слышу, что как будто бы человек обкуренный, закуренный, весь пахнет чем-то. Я так удивилась, говорю, такая красивая девочка, почему так закурила-то? Она мне говорит: нет, я не курю. А я говорю: ну, пахнем же. Да? Но она и при этом как-то не все время вот так подкашливает. А я говорю: тебе дышать трудно, может быть, у тебя аллергия, говорю, на что-то. Ну, опять по-медицински. Потом она после всего этого рассказала, что она стала воссоединять людей с нашими предками. Ну, как бы, да? Ну, я, правда, это ничего не поняла, но сказала: а меня можешь? Ну, типа. Она мне говорит: а вы хотите? А я говорю: а я не знаю, говорю, это надо? Она говорит: ну, всем надо, говорить. А я говорю: ну, давай, говорю, что долго думать-то. И мы, значит, это время выбрали, я пришла, и она вот провела все вот это для меня было как-то это самое, ну, не ново, да, скажем, все ново, вернее. И я там ощутила просто, как стоит моя мама в якутской одежде, и ее хамус услышала, потому что мама у нас очень хорошо играла на хамусе. Ага, ну и вот она вот так вот рассказала, то все, и мы так и расстались. Потом в этот же вечер мы остались в этом же здании и делали из глины, как называется? Камелек. Камелек. И там, оказывается, все были. Курильник такой. Была, еще кто-то, ну, из девочек. Ага. И все говорят, что типа, ага, не все слышат, видят, а я вот как бы одна хожу, там, серая мышка, ничего не знаю, ничего не чувствую. Они между собой как-то разговаривают, ну, на своем языке. Ну и вот, и мы расстались, потом некоторые девочки приходили, и через энное время у меня Чалгана тоже пришла и говорит: завтра придут парни. Хорошо, записала. А я смотрю, 2 буддиста сидят. Лысенькие, такие красивенькие, мощные такие мальчики сидят. Я говорю: это что такое? Такие вот одинаковые, да? Так и познакомились. Ну, они так молча зашли, все это самое. Капельницу все получили, и они лежат. И у меня в это время как раз Чалгана закончилась, сидит и говорит: это же, говорит, Аюн. Я говорю: где, кто? Покажи мне. Она мне говорит: ну, вот так и так. А я говорю: ты что такие вещи-то сейчас говоришь? Надо было предупредить человека. Ага. Но когда он вышел, я говорю: так и так? А он говорит: да. Я говорю: здрасте, тут, говорю, на буддистов все похожи. Так вот, мы так и познакомились. Это очень милые, добрые, заботливый, внимательный и, самое главное, очень грамотный, очень, ну, культурный. Ну, я не знаю, я когда вот познакомилась уже поближе, я поняла, что он, ну, я не знаю, истинный якут, который знает все с тех годов. Я помню, когда мама говорила: это нельзя, а ели там то все, да, оказывается, так оно и есть. А мы так принимали, ну, дети же. Вот. И меня очень удивило и обрадовало, что наша молодежь вообще такой грамотный. Вот это он меня взял вообще всем своими знаниями, потому что, ну как,
Я в Телеграм, в WhatsApp еще... Инстаграм тогда еще не было, вернее, не особо не вели же, да, Инстаграм. В то время был у нас только Телеграм. И когда я каждое утро открывала, читала, потом он уже видеообращение стал выкладывать. Я думаю, господи, откуда такой мальчик нашелся-то? Еще плюс такой он. Ну, его качество мне все рассказали девочки. Потом стали ходить ко мне девочки, которые работают с ним в одной команде. Вы сами чем занимаетесь? Я сама занимаюсь озонотерапией и больше 20 лет работаю только этим. И тут вот такие вот люди с тонкого мира пришли. Я тогда, знаете, этот мир вообще, минус 0, наверное, знала. Конечно. Ага. И когда я уже стала знакомиться с этим миром, когда я уже стала как-то изучать, читать, потом разговаривать с Туганитом, да, вы знаете, я так поняла, что я много чего не знаю вообще. Угу. Сейчас я скажу, я достаточно грамотная. Мне так кажется. Потом, значит, мне рассказали про Эмегет. Угу. Я Эмегет для всей своей семьи, потом родственникам, потом друзьям, потом знакомым. Очень многие приобрели. Я когда принес мне Эмегет Туганит, он уже имя там дал и все такое. И когда он мне дал... То есть вы были на личном приеме, да? Нет, здесь он ко мне пришел. Я говорю, на следующий раз мне принесете Эмегет. Он сказал, проблемы нет. И он принес, и когда он мне дал, и я взяла в руки, вы знаете, она какая горячая была. Я говорю, почему она такая горячая? Он говорит, я же работал, говорит, сейчас. Вы представляете, вот это вот Эмегет мой, да, он вообще был горячий. Потом я унесла домой, но это же зима была. Домой занесла, все, потом рассказываю своим, вытаскиваю из сумки, он еще тепленький. Представляете? Вот я тогда ощутила, думаю, ой, надо же, действительно живой. Потом, значит, мне девочки рассказали, как правильно обращаться с ним, потому что это у нас живое существо. Это очень большой защитник и все прочее. К этому можно приписать очень много-много хорошего. И первый день, когда я вот приобрела, я сама очень беспокойный человек за всех моих родных, неродных, за все. Угу. И очень плохо сплю. А тут я вырубилась вообще. И я подумала, правда, что не работает? Потому что, когда неверующая Фома, сами понимаете, да? Да, конечно. Ага. А тут, так. И потом самое, что интересное, мои родные заметили, что я стала совершенно спокойной. Я не беспокоюсь, там кто-то спал, не спал, я не беспокоюсь за то, что, кто-то что-то не доделал и так далее. Да, и поэтому я так поняла, что Эмегет очень хорошо работает на уровне коры головного мозга, я так думаю. И поэтому я его очень берегу. Кстати, когда он пришел еще раз ко мне, я дала, говорю, посмотри, он у меня очень грязнеет, чернеет, говорю. А он, когда увидел, говорит, я даже онкобольных, когда лечу, так не чернеет. Это что у тебя, говорит? Она у меня была вообще черная. Но потом он объяснил, как, что, где, и сказал, вот так вот держал, видимо, разговаривал, и мне говорит, в какой посуде он хочет лежать, что там должно быть. Представляете? Я задела, плохо слышно. И это я все сделала. Потому что, как бы по требованию получается, да? Вот. Потом, когда полнолуние надо, его очень хорошо показывать нашему. Это ночью надо выйти, и пока, я не выхожу, конечно. Я ложу на подоконник и хочу, чтобы он зарядился. И солнышком, конечно. Потом, если что надо подпитывать. Потом такой случай. Это вот первый раз я рассказываю, да. У моей сестренки есть знакомая, которая утром рассказала.
мне приснился Охтохтуганит. Она просто, вы знаете, она маниакально его слушает, понимает, вот просто любит. И, значит, ей снится сон непростой. Туганит же там, Да. значит, уже непростой. Это очень непросто. Вот. И он говорит, я очень хочу пиццу. И рассказал состав пиццы. Там 3 яйца, муки, тырым-пырым, все прочее. Представляете? И она встала утром, все это сделала. Потом, значит, мне сестра отправляет фотографии, где вот эмегеты лежат, и тут немножко лежат эти пиццы. А я долго не думаю, эти фотки скидываю ему и говорю, вот представляете, говорю, вы снитесь людям. А он говорит, ой, он сам был дико удивлен, и он говорит, ой, надо же, говорит, а я 2 дня безбожно ем, говорит, пиццу. Я так дико хотел, представляете? Ага. Ну, это совпадение или не совпадение, как вы думаете? Это же что-то. Да, конечно. Угу. Все не зря. Все не зря. Да, потом я, например, сны вообще не запоминаю. Я вот всю ночь мучаюсь. Это я должна запомнить, это я должна запомнить. Утром встаю, я стерильная, я вообще ничего не помню. И тут как раз, когда он у меня ходил, у меня сон приснился. Я, значит, ему говорю, нет, мне сон приснился. Он говорит, а я тут при чем? А я говорю, при том, все при том. Я говорю, мне, говорю, сны вообще, говорю, не запоминается, а тут на тебе. И когда я ему рассказала, и он мне такие вещи рассказал, я говорю, Господи, хорошо, это выполню, то выполню, да-да-да-да, все, да-да-да-да-да. И это все сделали. Вот, и поэтому вот сны, когда снятся и не запоминаешь, это как-то иногда обидно. Бывает, что помнишь там очень красиво, хорошо, но а тут рассказать нечего, да? Вот. И еще что случилось? Когда я эмегет купила, приобрела, я стала очень спокойной, я вам выше сказала. И плюс ко всему, значит, вот буквально свежий случай перед 8 марта, значит, я сертификаты свои забыла выложить на сторис, чтобы люди покупали, да? Опять же, осталось 1 или 2 дня. Я, значит, выложила все и говорю, дорогой мой, дай-ка быстро, чтобы мы продали хотя бы сколько-то. Ну, естественно, больше, говорю я. И на следующий день у меня выкупили 23 сертификата за 70 000 рублей. Поэтому я говорю. Говорят же, когда работаете с эмегетом, надо очень часто давать задания. Да. Да, он ребенок, он может действительно мало что-то прошу. Ну вот вы попросили, и вот такое, уже да. На завтра у вас такое получилось. Да, прямо на завтра. Вы представляете, я сегодня вечером, в конце рабочего дня, это 7-8 вечера, разложила, сфотографировала, отправила куда надо, а на следующий день на тебе. Это случилось даже до обеда. Это, получается, сутки даже не прошло. Поэтому, видимо, надо очень просить, слушаться людей и делать так, как надо. Поэтому, что я хочу, в общем, сказать. Я когда познакомилась с командой Охтохтуганит, я их многих знаю, это очень милые, добрые, умные люди, очень культурные, очень, ну, как сказать-то, истинно как-то вот так вот к тебе относятся, и мне это очень нравится. Я с ними очень хорошо общаюсь. Мне коллектив Охтохтуганит очень нравится тем, что это очень как-то близки ко мне, что ли. И плюс ко всему это очень внимательные, добрые, я скажу, с глубоким знанием якутского даже эпоса. Например, как называется это, учит-то вот этот руны, например, да, когда Кынат пришла и рассказала, вот, почему это все делается, все такое, потом стала вот эти вот наши руна читать, я была в шоке. Оказывается, тут все написано, а мы что, мы как картину же смотрим, да, на самом деле тут очень много внутреннего, очень много старинного, глубинного, которого мы давно забыли. Амая, у вас очень редкое, красивое имя. Это ваше настоящее имя? Майя – это не мое настоящее имя, а Майя мне присвоил сам Охтохтуганит, когда я была на личном приеме.
И он сказал, что это имя, он практически, не практически, он первый раз дает такое имя, и он был сам как-то вот, заинтересованный какой-то. Когда я пришла и прогуглила, это, оказывается, означает огонь. И во многих народностях она есть, Амая. И мне это имя почему-то очень понравилось. Но мои близкие стараются звать меня Амайей. Меня что очень радует. Вот. А так, конечно, у меня общие, практически все пока не знают, но я сейчас, вот, например, во многих знакомствах могу себя назвать Амайей. Вот, поэтому я этот коллектив очень люблю только из-за того, что это очень большие знатоки всего и вся. Я вас очень люблю. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Я очень рада, что я познакомилась с Ахтохтуганец, с Дахсуном и много-много с кем. Вы просто у меня, ну я не знаю, как мои крылья. Я вас люблю, процветайте. Нуральджия мама Ахтохтуганец, это просто очень добрый, мягкий, спокойный человек. Я желаю ей очень долго-долго красиво жить, быть здоровой. И команде, чтобы команда была крепкая, счастливая, веселая, задорная, какие вы есть. И оставайтесь всегда такими человечными, добрыми. Я вас люблю, целую. Спасибо, Амая, за сегодняшний день и что поделились с нами вот такой удивительной историей. И давайте... Спасибо!